Патруль радио Ростова. На улицах города. Дежурный экипаж. Александр Стильный. Андрей Букреев. Слушай прямо сейчас. Байкеры-беспредельщики объявились в Ростове и вызвали у горожан настоящую бурю негодования. На своих мотоциклах на Садовой у входа в парк Горького они катались прямо по тротуару и, как результат, чуть не сбили 2 человек. О том, как это было, рассказывает очевидец происшествия Олег. В воскресенье, примерно 8 часов вечера, я шел по Садовой и в районе Колоса увидел, как спортивные байкеры развлекаются, ездят, пытаются выполнять какие-то трюки. Зная о том, что там, в принципе, собираются довольно-таки часто байкеры, я решил все-таки это дело заснять на видео, может быть, вызвать все-таки полицию попозже, но буквально через 5 минут после того, как я отошел, смотрю, они уже уехали с этого места. Поинтересовался у знакомых байкеров, их-то были ребята или нет. Они сказали, нет, это них не ребята, их с того места все время прогоняют. Им там не дают просто собираться нормальным байкерам. Собеседник радио Ростова добавил, что всего мотоциклистов было 4, но катались по тротуару только 2 из них. Секретарь байк-клуба Fire Motors MC Михаил Ингерлейб считает, подобные выходки – дело рук малоадекватных хулиганов, а уж точно не членов какого-либо ростовского клуба. Ведь чтобы стать членом, скажем, Fire Motors MC, люди готовы годами проходить испытательный срок, так что в итоге берут только проверенных мотоциклистов, ведь дурная слава клубу ни к чему. Там несколько бордюров есть, достаточно высоких, то есть это должны были быть мотоциклы для пересеченной местности. Если же это были мотоциклы действительно переделанные и мотоциклы тех ребят, которые занимаются стантом, то есть трюковым вождением мотоциклов. Честно говоря, мне это удивительно, потому что я знаю 2 ростовские стант-группы. Это ребята с высокой дисциплиной и весьма стабильным статусом. Им подобная реклама не нужна. Стант-индустрия, например, сейчас принимала участие в колонии мотоциклистов на День города. Вероятнее всего, просто какой-то хулиганье. При этом он уточнил, что найти ребят, причастных к этой истории, довольно просто. Они частенько собираются на парковке Ашана на Северном, на площадке у магазина «Метро» и там, где раньше был рынок Темирник. Коммерческий директор компании «Мотодон» Виктор добавил, в последние годы изменилась сама культура вождения. По его словам, байкеры стали куда более дисциплинированными, но, к сожалению, аварий стало только больше. Неадекватное поведение конкретно этих людей, конечно, оно бросает, скажем так, тень на основную часть мотоциклистов. В последнее время у сотрудников ГАИ было, скажем так, лояльное отношение к мотоциклистам. Как им оно будет на завтрашний день после таких ситуаций, я думаю, уже не таким будет. Культура мотоциклистов с каждым годом все лучше и лучше. Раньше не соблюдали скоростные режимы, не соблюдали там многие правила дорожного движения. Сейчас все-таки все больше и больше взрослых людей, более осознанно, которые подходят к этому вопросу. Ну и, естественно, культура вождения, она сейчас на порядок выше. Собеседник радио Ростова объяснил, люди перестали садиться на двухколесный транспорт без шлема просто потому, что теперь эти шлемы куда удобнее, чем были раньше. Он убежден, через 3-5 лет встретить мотоциклиста без экипировки, который вдобавок ко всему еще и нарушает правила дорожного движения, будет очень сложно. Общались с любителями двухколесного транспорта, передвигающиеся по городу на огромном пикапе, патрульные Андрей Букреев и Александр Стильный. Патруль радио Ростова. На улицах города. Прямо сейчас. Телефон горячей линии 220 0220.